С древних времен жители Сфары занимались сельским хозяйством, в частности садоводством. Для развития отрасли были освоены земли, в том числе предгорные территории селений. Киргизское население занималось животноводством и в основном вело кочевой образ жизни. В 60-е годы прошлого столетия киргизы спустились с долины из-за низкого дохода от животноводческой деятельности. Постепенно они переселились с горных территорий Кэх, Тушкалик, Кишамиш, неподалеку от селения Ворух, освоили земли рядом с селением Ходжи-Ало, не обозначенных местными жителями. Я посидел, не работая на мельнице, я посидел из-за этих конфликтов. Они изначально проявляли неуважение, ели таджикский хлеб и в итоге буквально плюнули в наш колодец. Это неблагодарный народ. Несмотря на нашу доброту, но мы сторонники дружбы. Наши отцы и прадеды пили воду с одного арыка, сеяли на одной земле. У нас даже до 50-х годов кладбище было общим. После освоения Охтетара они отделили свое кладбище. В большинстве случаев киргизское население нападало с оружием и другими подручными средствами на мирное население джематов Ворух и Чоркух. В результате таких приграничных стычек до этих дней погибло несколько жителей с таджикской стороны. После начала инцидента в Орухе 13 марта примерно в 16-17 часов киргизы закрыли дорогу из Сфара в Орух. После этого жители Воруха, которые возвращались домой из Сфары, остановились здесь. На месте оставалось примерно 10-15 легковых автомобилей жителей Воруха. Потом они были вынуждены закрыть дорогу из Фана-Баткен. Затем собрались жители киргизской стороны. Никто не думал о конфликте. Мы им рассказали о закрытии дороги из Сфара в Орух, чтоб подождали, не торопились, когда соответствующие инстанции урегулируют ситуацию. Они разошлись, но ненадолго, возвратились с еще большим количеством людей. Их было примерно 50-60 человек. С наступлением сумерек начали кидать камни в нашу сторону. Разбили стекла рядом стоящих автомобилей. Мы тоже не стали этого терпеть и начали метать камни в сторону киргизов. До 20 часов киргизов было уже около 150-200 человек. Затем прозвучали выстрелы с киргизской стороны. Участковый инспектор милиции получил огнестрельное ранение в ногу. Его забрала скорая. Ситуация начала накаляться дальше. Было много выстрелов. Также во многих случаях с киргизской стороны нарушаются или не выполняются ранее подписанные протоколы и договоренности двух стран. Например, до демаркации и делимитации границы в этих местностях запрещены любые строительные работы. Несмотря на это, все же кыргызская сторона приступила к строительству дороги Коктош-Аксай-Тамдык. В этот день мы пришли и увидели скопление 150 человек. Нам сказали, что это их дорога, и начали обкидывать камнями. Нас было 25 человек, и в целях самозащиты ответили тем же. Они начали делиться по правую и левую сторону села. Мы, не оставаясь здесь, пошли в сторону своей границы, но по нам начали стрелять. Я стал свидетелем гибели моего односельчанина. Мы их выслушали, освободили дорогу. В тот момент, когда мы хотели расходиться, их военнослужащие заняли позицию. После того, как мы открыли им дорогу, они подожгли в нашем селе 4 дома. Мы поверили им, так как киргизы заверили нас в том, что после открытия дороги они разойдутся по домам. Жители селения Ходжи-Ало говорят, что со стороны киргизского населения наблюдается самозахват таджикских территорий и сфаринских пастбищ, и по разным причинам создаются препятствия и трудности жителям Воруха. Один из местных жителей не может построить дом на своей земле, потому что этому препятствуют киргизы. Эти земли были выделены нам со стороны джемата для строительства домов для 5 семей в 2008 году. С этой и с той стороны живут люди. Нас в семье 3 братьев. Живем в одном доме. Нет возможности выехать в другое место. В прошлом году мы строительство домов приостановили по причине вмешательства киргизов, утверждающих о том, что это якобы их земли. Пришли представители джематов. Произошел конфликт. В итоге разрушили фундаменты построек. Они не дают строить, сеять, использовать наши земли.